нельзя же, потом его вот ООН признала послом мира. На одном очень часто проходили международные конференции за права человека, о правах детей и защите детей. И во многих участвовал Марат Федорович, но на одном, когда вопрос у нас стал проблемой Чернобыля, как раз была посвящена данная конференция. И когда он попросил слова выступить, ему отказали, потому что как бы график очень плотный и невозможно. Тогда что делает Марат Федорович? Он пишет на листе Чернобыль на английском языке, поднимается в зале и идет от входной двери через весь зал с этим плакатом к президиуму со словом Чернобыль. И ему дали это слово для выступления. Вот после этого мир совершенно по-другому повернулся к этой проблеме. Не один-два человека и группа, а целые тысячи детей, которые пострадали от этой аварии. Вот после это его заслуга, когда весь мир совсем другими глазами посмотрел на эту проблему.